В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. В столице Якутии просят увеличить время вечерней продажи алкоголя. Власти региона инициативой заинтересовались и обратились в свою очередь к городским властям. Сейчас в Якутске купить алкогольную продукцию можно с 2 часов дня до 8 часов вечера. Однако жители просят увеличить время продажи на 2 часа до 22:00. Некоторые считают, что это может помочь сократить нелегальные продажи спиртного и в свою очередь пополнить государственный бюджет. Так ли это и как это может повлиять на антиалкогольную политику, проводимую в последние годы в Якутии, мы поговорим с экспертом, социологом Юрием Жигусовым. Юрий Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь, как с точки зрения социологии, опять же, как вы относитесь к этой инициативе продлить на 2 часа еще время продажи алкоголя в столице региона? Как ученый, как специалист, как социолог, к этой инициативе я отношусь резко отрицательно. Почему? Потому что любое продление времени продажи алкоголя приведет к увеличению потребления алкоголя населением. Если население увеличивает потребление алкоголя, то, следовательно, увеличивается преступность, заболеваемость, смертность. И вообще качество жизни людей ухудшается значительно. Но опять же, через это мы говорим, что потребление увеличится. Сейчас у нас ограничение до 8 часов вечера, но не секрет, что есть там и бутлегеры, и лже-кафе, те же самые, с которыми все борются. То есть интересно было сказано, что поступление в бюджет, то есть сейчас эти деньги, они опять же уходят, а люди стали ли пить меньше? Да, разумеется. Это с начала антиалкогольной политики, 2010 года у нас первые ограничения были введены, по 2016 год у нас идет снижение потребления алкоголя на примерно 15%. А это очень хорошо повлияло на демографическую ситуацию. Главным образом на смертность мужчин трудоспособного возраста. Если раньше 2000 по 2010 год в республике умирало 60% мужчин трудоспособного возраста, то в 2016 году этот показатель опустился до 50%. Это очень такой существенный показатель. И вообще смертность от внешних причин на 30% уменьшилась. Смертность от убийств, самоубийств и сердечно-сосудистых заболеваний тоже идет, шло к снижению. Говоря про, опять же, количество потребления, вы сказали, снизилось, количество потребления алкоголя. Это данные какого-то исследования, я так понимаю? Да, даже визуально можно смотреть, если в 2000-х годах в начале, 90-х годах, какое количество пьяного народа было на улицах, и сравнить, что сейчас, в нынешнем времени, это видно, что пить стали меньше. За счет того, что молодежь у нас меньше потребляет, чем предыдущее поколение. Почему? Потому что у нас ввели ограничения во времени, доступности, и идет какая-то пропаганда, пропаганда, антиалкогольная пропаганда. И вообще антиалкогольная политика, она очень хорошо повлияла в первую очередь на молодежь. Вообще антиалкогольная политика, она не ставит целью чтобы алкоголики бросили пить, Антиалкогольная политика направлена на спасение в первую очередь молодежи. Чтобы молодежь не начинала. Да. Говоря про уже такую более коммерческую, бюджет и так далее, накануне в прямом эфире в Инстаграм министр по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких сказала, что однобоко на эту ситуацию смотреть нельзя, нужно решать как-то коллегиально этот вопрос. Кто должен высказаться по этому поводу, как вы считаете? В первую очередь общественные организации. Если министр будет созывать этих участников, это не должны быть только участники алкогольного рынка, а должно быть представители населения, общественности. А то бывает так, что пригласили общественность свою, от предпринимателей, и приняли решение. Так не должно быть. Изменилась ли эта алкогольная политика, опять же, антиалкогольная политика, на сознание населения в целом за эти годы? Очень существенно. Я провожу исследования с 2007 года, сейчас произошел коренной перелом в сознании населения. Больше стали плохо относиться к потреблению алкоголя и тем, кто потребляет алкоголь. И
поддерживающих антиалкогольную политику в 2017 году было 65-70% населения. Они вот, прямо вот в отчетах информационного центра в главе и в том опросе, который я проводил по всей республике, 65-70% населения выступали за антиалкогольную политику. Ну вот если вот смотреть, мы затронули, да, вопрос про общественное мнение, да, если смотреть там на форуме, в интернете обсуждение, да, что многие все-таки поддерживают вот эту идею на 2 часа продлить, то есть это же можно считать общественным мнением? Нет, ни в коем случае. Вот хочу предупредить, да, те, кто имеет к решению, да, вот управленческим решением, те, кто сидит и пишет комментарии в интернете, это не народ, отнюдь не народ. Это не общественное мнение, это отражает маленькую часть населения, которая там имеет время, да, и который, который сидит, писать всякие комментарии вот это в интернете. А основная часть населения работает, занята, ему не до интернета. Да? И когда мы проводим исследование, опрос простого населения и интернет-опрос, они прямо противоположны. Вот нельзя руководствоваться по интернет-форумам, да, вот это, комментариям к новостям. Это не весь народ. Не, мне кажется, вдоль это правда там есть. Это не весь народ, но это все же народ. То есть отчасти... Нет, здесь вот есть статистическая погрешность. Да, вот, да. Если, допустим, человеку делать нечего, да, и работает где-то в месте, где есть интернет, да, и пишет эти комментарии, если посмотреть, там одни и те же пишут же. Есть даже вот такие специально нанятые люди, которые вот пишут вот такие комментарии, да, в пользу кого-то. Вы, наверное, знаете, что это так происходит. Ну вот, кстати, по поводу разности, да, то есть это вот мнение одних людей. Социологические исследования тоже могут разниться, тогда кому, каким социологическим исследованиям доверять стоит и каким, возможно, вообще ни в коем случае. От чего это зависит в первую очередь? Ну, от проведения методики. Если социолог в профессиональном уровне придерживается тех рекомендаций и методик, которые приняты в социологической науке, то эти данные верные. Ну, бывают такие псевдосоциологи, да, прошли там по знакомым там где-то там, опросили там однородное население, и это распространяет на все население. Так не должно быть. Ну, вот у нас кому в регионе конкретно, кто занимается вот исследованиями такими, которые охватывают все слои населения? У нас информационный центр при главе, он проводил такие масштабные, такие профессиональные исследования. К этим данным можно доверять. А там еще же влияет очень выборка, да, количество человек? Выборка, да. Сколько у них выборка? Ну, объем выборки информационный центр президента был где-то 10 тысяч человек. Это примерно 1% населения. Ну, существенная цифра, но вот возвращаясь, опять же, почти к началу нашей беседы, да, про то, что, опять же, снижение смертности, в том числе, возможно, преступлений, вот органы МВД в своих отчетах почему-то не просматривают вот это снижение количества преступлений, совершенных на пьяной почве. Вы с этим согласны, что они не снижаются? И если не снижаются, то почему, с чем это может быть связано? Ну, наоборот, вот если посмотреть статистику, предоставляемую прокуратурой МВД, у нас идет снижение пьяной преступности. В прошлом году это было 6%, в этом году 8%. Незначительно, но есть результаты. Снижение именно? Да. Ну, вот, говоря про антиалкогольную политику саму, у нас в регионе, да, некоторые населенные пункты, там, собранием, опять же, органов местного самоуправления, депутатов местного созыва могли принять решение при помощи, опять же, Госсобрания Алтумена о полном запрете продажи алкоголя. Вот Жиганск, например, он воспользовался этой возможностью. У нас на территории Жиганска запретили полностью продажу алкоголя, однако потом этот запрет как-то решили снять. То есть из-за чего это могло случиться? Ну, сейчас идет сворачивание антиалкогольной политики фактически. Да, вот это даже посмотреть по результатам не только Жиганска. Да? Ну, в Жиганске был референдум, 62% населения выступили против алкоголя. Да? Это большинство населения против. Но наш суд он принял сторону алкоторговцев и вот отменил решение вот, референдума. Сейчас тоже в Чурапче, да, тоже сворачивается. Раньше в Чурапче был алкозона была, которая стояла там подальше, да, от населенного пункта. Ну, сейчас
эти алкомаркеты обратно возвращаются. Вот. Это признак сворачивания антиалкогольной политики. Ну, не знаю, что. Ну вот, Юрий Иннокентьевич, а как вы относитесь вот к упразднению госоргана, регулирующего эту сферу? На ваш взгляд, как теперь должна вестись антиалкогольная политика? Антиалкогольная политика должна вестись и должна ужесточаться. Те меры, которые были отражены в нашем законе, они достигли предела своей эффективности. И дальше надо работать в ужесточении. Ужесточение антиалкогольной политики, то есть надо ограничивать доступность алкоголя для населения, в первую очередь для молодежи, и вести пропаганду. Вот эти два столпа, да? Пропаганда и ограничения. А насчет вот упразднения управления антиалкогольной, управления комитета? госалкоголь-контроля, это тоже отношусь негативно, да? Потому что это был орган, который как-то работал с населением, да? Были выезды, журналистские десанты, вели не только вот такие реализации закона, контроль, да, продажи алкоголя, но тесно работали с населением, да, вот, вели антиалкогольную пропаганду трезвого, здорового образа жизни, и население, надо сказать, очень положительно к этому относилось. Я вот несколько раз выезжал в эти бусы, у нас очень хорошо встречали. Ну и вот говоря про выезды, то, что вы только что сказали, вы сами тоже часто бываете в районах республики. Вот насколько сейчас активно ведется работа, общественная работа по антиалкогольной политике и пропаганде здорового образа жизни вот на местах? Сейчас вот антиалкогольная политика в связи с тем, что вот как-то сворачивается, притормаживается, нет сейчас государственной поддержки. Тем не менее, общественник работает там, да? Есть очень хорошие проекты, которые реализуются. Например, в Юсьянском улусе, да, на уровне улуса начали реализовать вот антиалкогольные проекты. Общественники работают, например, общественная организация «Трезвая Якутия», она работает с водителями, которые были лишены водительских прав, да? С призывниками, со школьниками, студентами ведут такие вот просветительские. То есть работа активно ведется? Ведется, но не в том объеме и не на том уровне, который был раньше. Ага. Юрий Иннокентьевич, спасибо большое за то, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.